Позади 11 тысяч километров, 1,5 недели в пути. И вот первый грузовой состав из китайского города Иу прибыл на Рижский вокзал. С главной задачей проверить предварительные расчеты, затраты, время в пути, таможенные процедуры экипаж справился успешно. Совместные отношения, в том числе тариф и выгода для предпринимателей, потому что бизнес сам подскажет, где и на каких условиях он пойдет. Одно то, что сейчас как глобально очень важно, это скорость. То, что и показал этот поезд, если он идет быстрее, чем морской путь, то, конечно, несмотря что он дороже, он выгоднее, потому что оборот денег приходит довольно быстро. В последние годы Латвия столкнулась с заметным сокращением грузопотока. Россия стала активно развивать свои порты на Балтике. Плюс европейские санкции, что также крайне негативно сказалось на балтийском транзите. Для Латвии, которая всегда была важным звеном между Востоком и Западом, сокращение грузопотока резко ударило по экономике. Пришлось срочно искать новых партнеров. Это возможность для Латвии открыть здесь действительно хаб для китайских товаров, которые потом дальше шли в Европу и Скандинавию. Потому как мы понимаем, наш рынок очень маленький, и мы должны смотреть, что мы в Европе это должны использовать. То, что Китай рассматривает Латвию как серьезного партнера, и у Латвии действительно есть шанс стать одним из звеньев новых торговых путей из Китая, подтверждают соглашения о сотрудничестве. В минувшие выходные они были подписаны на прошедшем в Риге саммите стран Центральной и Восточной Европы и Китая в формате 16+1. Вопросы транзита и логистики между Китаем и Европой на саммите были одними из ключевых. Но намерения остаются намерениями. Сделан только первый шаг. Предстоит большая работа. Следующая задача – сделать такие перевозки регулярными и обеспечить грузопоток, причем в обоих направлениях. А это значит, необходимо уже сейчас решить, какие товары поедут обратно в Китай из Скандинавии и стран Балтии. Впрочем, профессионалы не склонны поддаваться эйфории. Первый поезд – это красивый политический жест. Дальше начинаются вопросы. Насколько мы конкурентоспособны? Сколько тонн в год мы можем доставить в Латвию? Сможет ли этот поток каким-то образом компенсировать сокращение российских грузов? Следующий поезд прибудет в этом месяце. Пока в планах один состав в неделю. Представители китайского города Иу уже включили Ригу в один из торговых маршрутов, и именно перевозки по железной дороге считают самыми перспективными. Получится ли восполнить утрату российского транзита и вернуться к бывшим объемам, пока уверенности нет. Сможет ли Латвия создать конкурентоспособный транзитный коридор, отвечающим новым экономическим условиям, станет ясно уже в ближайшие месяцы. Анна Трудолюбова, «Настоящее время», Рига.